установили видеонаблюдение, что нам позволит. В принципе, простые камеры, на самом деле это панацея. Они очень хорошо способствуют повышению безопасности. Проект показал свою эффективность с точки зрения безопасности. Работают камеры интеллектуально. И благодаря этому на 20% снизилась ДТП, смертность на 40% на дорогах. Это очень хороший результат. То есть мы, получается, благодаря интеллектуальной системе сохраняем жизни и оберегаем здоровье наших граждан, то есть участников дорожного движения. Теперь мы пошли дальше. То есть эти камеры интеллектуально работают на дорогах, на магистральных, на перекрестках, обеспечивают безопасность наших людей. Теперь, все-таки большой город, много у нас жилищных комплексов, точнее говоря, 2600, свыше 2600 жилищных комплексов, это почти свыше 800 дворов, не считая частный сектор. То есть мы там тоже должны обеспечить безопасность. Несколько лет назад мы начали проект «Безопасный подъезд» вместе с Казахтелекомом. А вот безопасный двор, он очень важен с точки зрения сохранения имущества, с точки зрения, особенно где имеются детские площадки, спортивные площадки, безопасность обеспечивать детей. То есть когда идет контроль над детьми, и родители спокойнее, и мы с вами спокойнее. Да? Вот в этом году мы большое количество дворов отремонтировали, 150 дворов по всему городу. И когда мы встречаемся с жильцами, они говорят, вот эту красоту навели, спасибо, а теперь поставьте камеры, пожалуйста. Во-первых, чтобы для сохранения этого имущества, и потом мы будем спокойны за наших детей. Вот это важная часть. Кроме вопроса безопасности, у нас еще есть хозяйственные вопросы. Видите, вон где красная машина стоит. Не знаю, кто заметил, нет, там вода. Зимой там будет снег. Поэтому мы уже отсюда тоже мы видим, где снег убирают или не убирают. Где там неправильно припаркована машина, обычно зимой заезжают на детские площадки. Это тоже мы будем видеть. Ну и когда заграждают дорогу экстренным службам, скорая помощь, те же там пожарные службы, полиция. То есть эти камеры будут помогать нам обеспечивать безопасность всецело. И с хозяйственной точки зрения, и с точки зрения экстренных служб, и других вопросов тоже. То есть мы будем смотреть с точки зрения управления жилищно-коммунальным хозяйством, кроме безопасности.